Телеурок! Здравствуйте, дорогие ребята! Меня зовут Асель Кубатовна. Сегодня мы с вами в гостях у светофорика. Этот урок математики посвящен безопасности дорожного движения. К нам на урок, ребята, пришел гость, который будет сопровождать нас в этом путешествии. Отгадайте, кто же он? Вам, ребята, он знаком, нас встречает огоньком и на всех глядит в упор очень строгий светофор. Телеурок! Плюс на минус, минус плюс. Умножение не боюсь. Перемножить модулей – это же пустяк. Самое главное – не забыть про знак. Плюс на минус умножая, ставим минус, не зевая. Плюс на плюс и плюс в ответе, всем пятерки будут дети. Минус с минусом умножу, плюс в ответе будет тоже. Выучи стихотворение, веселее пойдет учение. Попробуйте определить тему и цели урока. Тема нашего урока – решение задачи примеров на умножение и деление на 2 и 3. На уроке мы закрепим знание таблицы умножения и деления, решение задачи примеров на умножение и деление и повторим правила дорожного движения. Ребята, вы каждый день, идя в школу, являетесь участниками дорожного движения. Сегодня мы с вами побываем в гостях и совершим заочное путешествие по улицам нашего города. Но оно будет не совсем обычное, а математическое. Светофорик для вас приготовил интересные задания на знание таблицы умножения и деления. И хочет узнать, умеете ли вы решать задачи и примеры на умножение и деление. Грамотные ли пешеходы учатся в нашем классе? Все ли знают азбуку дорожного движения? А готовы ли вы к сегодняшнему путешествию? Итак, отправляемся в путешествие со светофориком. Закрепим изученный материал по математике, вспомним некоторые правила дорожного движения и дорожные знаки. Какой вид транспорта нам необходим для путешествия? Вы подскажите сами, отгадав загадку. На рояль я не похож, но педаль имею тоже. Кто не трус и не трусиха, прокачу, того я лихо. У меня мотора нет, я зовусь велосипед. У кого из вас есть велосипед? Ребята, велосипед изобрели в XIX веке. Это слово состоит из двух латинских корней – вело – быстрый и пед – нога, и означает быстроногу. Так назвали машину, потому что она предназначалась для быстрой езды при помощи силы ног человека. Статистика показывает, что велосипед в 10 раз опаснее автомобиля. Велосипедист – один из самых активных участников дорожного движения. Поэтому он должен твердо знать правила дорожного движения и неукоснительно выполнять их. Сегодня мы с вами их вспомним. Решите примеры и проверьте себя. Вспомните порядок выполнения действий. Молодцы, ребята. Сравните единицы длины. Выполните работу самостоятельно и проверьте себя. Город, в котором с тобой мы живем, можно по праву сравнить с букварем. Азбукой улиц, проспектов, дорог город дает нам все время урок. Перед выездом нам надо проверить техническое состояние велосипеда. На что обратить особое внимание? На исправность тормозов, руля, седла, на состояние колес и шин, проверить звуковой сигнал, осветительные приборы. А сейчас в путь. Но прежде чем отправиться в путь, скажите, со скольки лет можно ездить на велосипеде?
А где могут ездить дети на велосипеде до 14 лет? Правильно, тем, кому не исполнилось 14 лет, можно ездить на велосипеде по специальным велосипедным дорожкам и закрытым для транспортных средств площадкам. Ну а где мы сможем покататься? По дороге нельзя, по тротуару тоже. Можно кататься на закрытой площадке, во дворе, в парке, в сквере. Я предлагаю вам отправиться в одно безопасное место нашего города. Чтобы назвать это место, надо устно поработать. 4 мальчика поехали кататься на велосипедах по проезжей части улицы. Одному из них было 13 лет, остальным по 15 лет. Сколько человек поступило правильно? Правильно, ребята, 3. Перед вами написаны примеры. Решите их и расположите ответы в порядке возрастания. Соедините их и прочтите слово. Стадион. Молодцы, ребята. Место для безопасного движения на велосипеде – стадион. А как добраться до стадиона, если нельзя ехать по дороге и по тротуару? Вести велосипед самим, идти рядом по правой стороне тротуара. А кем из участников дорожного движения вы будете, идя с велосипедом? Чтобы ответить на этот вопрос, надо решить задачу. В одной канистре 10 литров бензина. Сколько литров в 3 таких канистрах? Решите задачу самостоятельно. Ответ – 30 литров бензина в 3 канистрах. Правильно, ребята. Человек, идущий с велосипедом, является пешеходом. Итак, мы пешеходы. А теперь наша задача перейти улицу. Отгадайте загадку. Всем знакомые полоски. Знают дети, знают взрослые. На ту сторону ведет пешеходный переход. Хорошо, ребята. Давайте сделаем физминутку пешеходы. Постовой стоит упрямый. Ходьба на месте. Людям машет. Не ходи. Движение руками в стороны вверх и в стороны вниз. Здесь машины едут прямо. Руки перед собой. Пешеход, ты погоди. Руки в стороны. Посмотрите, улыбнулся. Руки на поясе, улыбка. Приглашает нас идти, шагаем на месте. Вы, машины, не спешите. Хлопки руками. Пешехода пропустите. Прыжки на месте. Мы с вами отдохнули, давайте решим уравнение по вариантам. Самостоятельно решим и проверим себя. Что неизвестно в уравнении и как найти в каждом варианте? Молодцы, ребята, мы перешли дорогу и оказались на стадионе, где можно спокойно кататься по дорожке на велосипедах. Перед вами 2 знака. Объясните, что у них общего и чем они отличаются. Как называются эти знаки? Первый знак – велосипед на круге красном, значит, ехать здесь опасно. Велосипедное движение запрещено. Второй знак – велосипед на синем диске. Катайтесь, велосипедисты. Велосипедная дорожка. А теперь решим быстрые задачи на знание умножения и деления на 2 и 3. В футбол играло 12 мальчиков. Они разбились на 2 одинаковые команды. Сколько игроков в каждой команде?
12 разделить на 2 равно 6. В парке посадили 30 елочек в 3 одинаковых ряда. Сколько елочек в каждом ряду? 30 разделить на 3 равно 10. В коробку умещается 6 пирожных. Сколько пирожных в 3 таких коробках? 6 умножить на 3 равно 18. В одной коробке 10 карандашей, в другой в 2 раза больше. Сколько карандашей во второй коробке? 10 умножить на 2 равно 20. В первой пачке 20 тетрадей, во второй в 2 раза меньше. Сколько тетрадей во второй пачке? 20 разделить на 2 равно 10. Сколько потребуется вазочек, чтобы разложить 21 вишенку? По 7 в каждую вазочку. 21 разделить на 7 равно 3. Рабочие 18 килограммов муки рассыпали в пакеты по 3 килограмма. Сколько пакетов потребовалось рабочим? 18 разделить на 3 равно 6. С аэродрома в среду взлетало 12 самолетов, а вертолетов в 3 раза меньше. Сколько всего в среду взлетало вертолетов? 12 разделить на 3 равно 4. Молодцы, ребята! Правил дорожных на свете немало. Все бы их выучить нам не мешало. Но основное из правил движения – знать, как таблицу должны умножения. На мостовой не играть, не кататься, если хотите здоровым остаться. Подводя итог урока, ответьте на вопросы. Где должны ходить пешеходы? Пешеходы должны ходить по тротуару. Тротуар – дорога для пешеходов. Где пешеходы могут переходить улицу? Переходить улицу пешеходы могут только по пешеходному переходу. Где могут ездить дети на велосипеде до 14 лет? Тем, кому не исполнилось 14 лет, можно ездить на велосипеде по специальным велосипедным дорожкам и закрытым для транспортных средств площадкам. Какую тему мы закрепили на сегодняшнем уроке? Чем занимались на уроке? Для чего мы использовали знания правил дорожного движения? Соблюдайте правила дорожного движения. Молодцы, ребята! Теперь я спокойна за вашу безопасность. Всегда соблюдайте правила дорожного движения. Будьте здоровы. До свидания.